Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей. Всем привет, это радио Крым Реалии, в студии Катерина Некречия, и мы в дневном шоу продолжаем вас знакомить с потрясающими, интересными историями, с интересными людьми и с крымчанами, конечно же. Это радио Крым Реалии, вы можете слушать нас на волне 105,9 FM, а эта передача также выходит на средних волнах 549 килогерц. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. И еще раз напомню для крымчан этот бесплатный номер телефона. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям в студии 8 810 06 926. Ну что же, представлю нашего гостя. Рядом со мной сидит Ирфан Кудусов, крымско-татарский активист, руководитель арт-салона крымско-татарского искусства «Сандык». Здравствуйте. Добрый день. Очень рады вас видеть, тем более недавно у вас был день рождения, поздравляю вас. Спасибо. Конечно, не все любят праздновать, возможно, да, в определенной черте, тем более возраста, этот день, а может быть и по характеру. Вот скажите, для вас лучшее отмечание этого праздника, да, это что? Лучшее отмечание — это да. Когда близкие, друзья, родственники приезжают в гости без предупреждения. Так и было в Крыму, пока я жил в Ялте. Угу. Последние 15-20 лет приезжали сестры. Это тетушки, было уже дядюшки, понятно, да. что вот в этот день я сам ничего не делал, приедут. принципиально не хотел праздновать, но вот сейчас я, к сожалению, такой возможности лишен. Ирфан, ну вот как раз хотелось бы с этого начать, да, потому что после депортации 1944 года, конечно, семьи, прабабушки, дедушки крымских татар, они вынужденно покинули, их заставили покинуть полуостров. Каким было ваше личное возвращение в Крым? Ну, как и у каждого крымско-татарина, история уникальная, потому что вывезли всех, но каждый попал по-разному и очень жестко. Это даже люди достаточно молодого возраста, так как я, как оказалось потом, мы уже жили в депортации. То есть вот в 17 лет я жил в депортации, этого не осознавая. То есть я родился и до 17 лет прожил. Вот. Хотел бы такую одну деталь сказать, что когда выселяли, моему отцу было 2 года всего, да. И то есть в 2-летнем возрасте он уже был признан там врагом фактически народа, да, то есть так условно. Вот. И при этом он всю жизнь мечтал вернуться в Крым. И его мечта осуществилась, да. Ему было примерно столько же лет, как мне сейчас, когда он вернулся в 89 году в Крым, и он был счастлив. Он был счастлив, сейчас его нет в живых, к сожалению. Но вот он ждал 45 лет. Это я к тому говорю, что сейчас вот у некоторых уныние, там апатия и так далее, да. Люди ждали 45 лет. Я не думаю, что путинский режим продержится 45 лет. Я думаю, что все произойдет гораздо быстрее. Нужно быть просто уверенными в победе, нужно быть терпеливыми, и нужно делать свое дело и не унывать. Уныние — это тяжкий грех. А как в такой ситуации, да, если вы говорите про людей унывающих, скажем так, можно не унывать, когда вот ваш отец ждал возвращения в Крым и вернулся, и вы сейчас не живете в Крыму? Но он не ждал, понимаете? Он ждал условно, и так многие не ждали, многие действовали. Если вспомнить историю крымско-татарского народа, у нас уникальный на самом деле народ, потому что вот те условия, единственный народ, который остался в депортации, ему не вернули свою государственность в виде автономии, в 60-е, в 50-е, 70-е годы было активное движение, собирали подписи, 10 тысяч подписей, я помню, как мне отец рассказывал, было собрано в Верховный Совет СССР 10 тысяч подписей крымско-татар. В то время, когда было КГБ, когда была жесткая машина, когда Советский Союз был более, скажем так, более мощным государством, чем сегодняшняя Россия, люди боролись, на нелегале работали даже многие. Я помню отца, который мне показывал фотографии, тогда не было ксероксов, он на фотографиях размножал листовки.
Вот все чем-то занимались. Хоть немножко, но каждый делал свой вклад в возвращение домой. И Эрфан, люди я не вас ждали, перебью, да. Мгм. простите, но у нас есть звонок из Крыма. Здравствуйте, откуда вы? И представьтесь, наверное. Добрый день, Алексей, Симферополь. Хотел бы задать вопрос такой, а почему ваш нынешний гость как бы не живет на территории Крыма? Что ему мешает Хороший в данный вопрос. момент? Да, спасибо большое за вопрос, Эрфан. Вот такой Ну, звонок из Симферополя. вопрос понятный. Я не живу в Крыму сейчас, потому что я выехал 28 февраля 2014 года в момент незаконной оккупации и агрессии Российской Федерации. Могу сказать, что я прожил до этого с 91 года по 2014 в Крыму, в Ялте, в Симферополе, большую часть в Ялте. Я не согласен с оккупацией, и в силу личного характера, скажем, своего менталитета, наверное, я бы не смог там жить просто физически. Но могу еще также добавить, что я был какое-то время на Майдане, вот с флагом, с татарским. Я не кидал коктейли Молотова, я не участвовал в каких-то там жестких акциях, я просто стоял с флагом. И в момент захвата я понял, что будут аресты, будут убийства, будут пытки, потому что Российская Федерация может действовать только такими методами. Понимаете? И почувствовав личную опасность для себя и для своей семьи прежде всего, я вывез семью. У меня 4 детей. Я не хочу, чтобы они воспитывались в духе имперского шовинизма российского. Да, когда говорят, что есть крымстарский язык, а на самом деле его нет, его запрещают. Когда по национальному признаку людей ущемляют, меня это не устраивает. Я уехал, чтобы бороться из Киева. Я не уеду из Киева никогда, пока Крым не освободится. Эрфан, у вас в Ялте был бизнес, насколько я понимаю. То есть вы себя чувствовали неплохо. Ну или как, Ну, нормально. У разные вас была периоды занятость, по-разному. у вас была Разные периоды занятость, у вас по-разному, да. семья Да. жила, но тем не менее вы уехали в Киев. А вот здесь, в Киеве, вы начали, ну, так, кто-то, понятно, что переселенцы, да, каждый занимается или продолжает своим делом заниматься, или, может быть, даже меняет сферу деятельности. Кому-то очень сложно, кому-то кажется со стороны, что очень просто дался этот переезд. Вот вы принимаете активное участие во многих вопросах, в разных акциях здесь, в Киеве. Ну и вот что для вас важнее, культурная составляющая или общественная составляющая вашего вот пребывания здесь, в Киеве? Я как та обезьяна, которая из анекдота, знаете, и красивая, и умная. Меня разрывает желание заниматься общественно-политической деятельностью, но, с другой стороны, и семью надо содержать. Конечно, переезд это очень непросто, и все, кто переехали, в очень сложной ситуации находятся, в том числе и психологической. Я уже не говорю про финансы и так далее. Снять квартиру, содержать детей, встроиться в быт, там, детсады, школы. Это все очень сложно. Никакой помощи фактически от государства мы не видим, если реально. Там, та помощь, это такой мизер, что о нем говорить даже смысла не имеет. То есть это был сознательный выбор. Я пошел на ухудшение ситуации, конечно, финансовой. Вот. Но я себя чувствую здесь свободным человеком и могу заниматься в том числе и общественно-политической деятельностью для того, чтобы вернуть Крым. Вот. И только через год у меня получилось открыть вот тот арт-салон крымско-татарского искусства, который я открыл, думая, что это бизнес такой хороший, который будет содержать. На самом деле это не совсем бизнес оказался, это больше культура. Эрфан, вот этот сандык, да, арт-салон, Да. вам удалось, я так понимаю, что из тех интервью, которые вы ранее давали, что это так случайность в некотором смысле, потому Ну что да. Рустему Скибину предложили вроде как какое-то место для Да, все достаточно помещения, случайно. и вот да. так вот как-то получилось. То есть вот этот момент, почему вы ухватили за такую возможность? Ну, с Рустемом Учитывая мы все были давно сложности, которые- знакомы. С Рустемом мы давно знакомы. В какие-то периоды жизни, когда я покупал квартиру в Ялте, я делал у себя квартиру в крымско-татарском стиле. И, конечно, я контактировал с художниками, с Мамутом Чорлу, с Рустемом Скибиным, еще с некоторыми, с Шамилем Ильясовым, да, с некоторыми нашими очень известными художниками, с Исметом Шейхзаде в том числе. И, конечно, у меня связи были такие, и были такие интересные, культурные, может быть, даже и проекты в Крыму, ну, я бы так сказал, что интересные. В какой-то мере я пытался тогда помогать, но я не думал, что это бизнес. А здесь вот совершенно стечение обстоятельств, когда нашему мастеру предложили помещение, он сам не хотел один рисковать, предложил мне, я не отказался. Так, в общем, волей судеб, скажем.
А ваши отношения вот с художеством, да, там вы пишете картины или что-то вы делаете, или вот это все получилось только благодаря вашим таким знакомствам, или вы тоже имеете Я отношение вообще к не искусству? художник, я юрист по образованию. Я юрист по образованию, и я учился в Российской Федерации 86 по 91 год. Я еще застал совок по полной программе. Что это такое? Я знаю Российскую Федерацию хорошо. Я прожил в Узбекистане, то есть я это все понимаю. Но при этом я не являюсь ни художником, ни творческим человеком. Но во мне сидит чувство справедливости сильное, наверное, которое мне мешает жить, честно сказать, иногда. И поэтому я пошел на юрфак. И когда я его закончил, тут буквально немножко в сторону, я приехал в Крым в 91 году, и меня не взяли по национальности, прямо в открытую, да. Я должен был работать в прокуратуре Ялты, мне в областной сказали, тогда еще не было автономии, республики. Мне прокурор такой был, Зиновий Дмитриевич Тесак, он сказал: Ирфан, извини, но у нас негласное указание. И я вам скажу, это негласное указание действовало и действует до сих пор. До сих пор в Крыму, теперь уже при новых властях. А так вот через 10-12 лет моя сестренка родная тоже с 2 высшими юридическими образованиями не смогла стать судьей, хотя училась на судью. А это в каком году? Просто это чтобы вот уточнить. буквально, Вы имеете в буквально... виду, что после аннексии такая Нет, же? Или это все это время, это все время, в Крыму да. Сейчас это было еще такое отношение? хуже стало, да. То есть сейчас вообще не рекомендую кому-то идти, потому что это коллаборантство, да, эти люди будут наказаны. Ну и, в общем-то, у нас предателей, слава богу, не так много. Вот. Но вот если вернуться к вопросу, насколько я творческий человек, я человек не творческий. Но вы, значит, доверяете своим партнерам по этому бизнесу, да? Конечно. Потому что если вы не разбираетесь в искусстве, в этих картинах, в каких-то вот в какой-то артефактах мере я уже разбираюсь, да? какой-то Но мере, это да. такой риск. То есть вам приходится работать много и над собой, много учиться для того, чтобы быть в теме, скажем так. Вот этот процесс, насколько он был таким простым и легким, учитывая, что, конечно, компания у вас очень интересная собралась, да, и казалось бы, что вот такая задумка должна была сразу Это процесс выстрелить. интересный, прежде всего. Это найти все вот эти вот картины, все эти у нас артефакты. у нас представлено в салоне, раз уж речь зашла, около 35 мастеров крымстатарских. Это живописцы, где-то 6-7 живописцев представлено. Это 6, по-моему, керамистов известных довольно-таки, в том числе те, которые в Крыму. И живописцы, кстати, тоже из Крыма. Это вышивальщицы, ну и другие виды мастерства, искусства, скажем, крымстатарского. И все это мы понимаем, что теперь уже и закрыть нельзя, даже если это будет полностью дотационно, все равно это закрывать не буду. И я тут надеюсь, конечно, на то, что государство и Киев повернется лицом к крымстатарской культуре. Вот о государстве и о том, как поддерживает ли, может быть, Министерство культуры или нет такие проекты, мы сейчас с вами поговорим, но у нас есть звонок от слушательницы. Представьтесь, как вас зовут и откуда вы? Крым. Здравствуйте. Я Очень из приятно. Крыма. А я хотела бы вот по поводу того, что слушатель предыдущий сказал, почему вы не покинете Крым и не уедете на материк. Я бы сказала всем крымским татарам: живите и не уезжайте. Ни в коем случае не покидайте Крым. Творите, созидайте. Потому что у меня есть друзья среди крымских татар. Я знаю, с каким трудом они строили, с каким трудом они обустраивались, как их жалко. И как они плакали, когда Крым завоевали россияне. Это нужно было просто видеть. Поэтому ни в коем случае не уезжайте. И скажите всем крымским татарам, пусть они живут и созидают, и строят Крым. Вот это мое пожелание. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок, большое. Ирфан. Да, если можно, я прокомментирую, конечно. потому что редко такое из Крыма услышишь, честно говоря. А еще и не от крымской татарки. В нашем эфире можно Ну, услышать может чаще. быть, да. Я вас абсолютно поддерживаю, если вы меня слышите. Уезжать из Крыма нельзя. Но есть обстоятельства иногда. Этот диалог внутри крымстатарский тоже существовал. Он сейчас, слава богу, мы его, скажем так, сдержали в том плане, что кто-то осуждал тех, кто уезжает, кто-то осуждал тех, кто остается. В каждом конкретном случае надо разбираться. Если человек уезжает из опасности своей жизни, своей семьи и так далее, и готов бороться за возвращение Крыма в Украину, я таких людей поддерживаю. Если люди готовы бороться в Крыму,
каким-то методом, просто даже несогласием с оккупацией, да, даже молча, я тоже это приветствую. То есть нельзя осуждать тех, кто уехал, и нельзя осуждать тех, кто оставался. Мы должны сохранять социальные связи и не уезжать с Украины. И те, кто уехали, небольшое количество уехало, слава богу, и мы видим, что почти никто не уезжает с Украины, все остаются здесь, и все борются практически за возвращение Крыма в Украину. Вот в чем заключается ваша борьба, да? Учитывая, что вы занимаетесь и работой, и культурой, да, вот это все, что вы делаете в Киеве, вся ваша деятельность, она приближает, знаете ли, так понимание для жителей Киева и материка, там, может быть, больше о крымских татарах и про Крым, может быть, больше люди стали понимать, тем более, что вы общаетесь, да, со всеми людьми, которые посещают Сандык, например, в том числе, или же вы готовите почву для возвращения в Крым. Вот как вы видите свою миссию, да, вот здесь, в Киеве, наверное, сегодня? Я человек фактически не в политике, я не депутат, я не член Курултая, не член Меджлиса, никогда не был даже. Я обычный гражданин, которому хочется жить дома, на своей территории. Я обычный крымский татарин, который стремится хоть что-то сделать для того, чтобы Крым был возвращен, и была Крымско-Татарская автономная республика. Будет ли она так называться или не будет, это другой вопрос, но так как у нас есть историческая память о нашей государственности, мы хотим эту государственность внутри Украины в виде автономии возродить, при этом никто из людей другой национальности или других национальностей вероисповеданий не будет ущемлен, потому что так и было раньше. И до войны, до Великой Отечественной, до Второй мировой, и ранее, да, в Крымском ханстве было толерантное взаимоотношение всех религий. Поэтому я делаю то, что я могу. Из того, что, допустим, в культуре, да, я могу сказать, что в салон заходит очень много людей. Иностранцев, прежде всего, и украинцев заходит много, и все интересуются. И беда Украины в том, что, к сожалению, в Украине о крымско-татарском народе, а тем более о его культуре и истории почти ничего не известно. Неизвестно о том, что там 500-летняя государственность была, которая со своими традициями, со своими интересными фактами историческими. Эта государственность взаимодействовала с украинским государством, с украинскими казаками, с европейскими странами. Да, это все история. Мой долг рассказывать об этом, все, что я хотя бы знаю, тот мизер, который я знаю. Но помимо этого еще есть общественно-политическая деятельность, в которой я не могу не участвовать. И могу сказать, что вот этим летом мы смогли заставить неповоротливое наше украинское государство принять какие-то меры. Ну, вот пример такой: представителя президента Украины в Крыму, который 3 года практически, она жительница Ялты, была представителем президента, 3 года ничего не делала. Усилиями общественности мы ее сняли. Мы ее сняли, поставили адекватных, разумных людей туда. Ну, поставил президент, но наша инициатива была поддержана властью. Вот, к сожалению, иногда власть приходится подпинывать. А в отношении поддержки культуры ее надо просто пинать. И об этом мы поговорим после того, как я скажу, где вы можете нас слушать. Это 105,9 FM в Крыму, 549 AM утром в 7:35 и днем в 12:10. И также на сайте Крым Реалии. Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Номер телефона для крымчан 8 810 06 926. Звоните нам бесплатно из Крыма и задавайте вопросы нашим гостям и предлагайте темы для того, чтобы мы их поднимали в нашем эфире. Эрфан Кудусов наш гость, и вот сейчас мы уже вплотную подошли к тому моменту, а поддерживает ли Киев, да, в том смысле, что в Киеве именно находятся все министерства необходимые. Министерство культуры, например, которое, наверное, и должно было бы поддерживать такие проекты. Вот чувствуете ли вы от официального Киева поддержку в реализации вот ваших культурных планов? К сожалению, я вынужден констатировать, что
нас не то что не поддерживают, не трогают, и уже, наверное, это плюс. Потому что иногда поддержка бывает такая, что лучше бы ее не было. Но мы требуем и хотим, конечно, поддержки и финансовой, и материальной. Допустим, единственный арт-салон существует в съемном помещении, набитом крысами и в подвале. Да? Это ненормально. Это ненормально. На культуру в Крыму, по-моему, в свое время, когда не было оккупации, выделялось 170-180 миллионов гривен. Да? Я понимаю, что это на всю культуру Крыма, включая там и музеи и так далее, и так далее. Но какую-то достаточно серьезную часть можно было выделять и сегодня. Не создать только один крымский дом, держпредприемство, и думать, что на этом поддержка культуры Крыма закончилась. Нет, ребята, мы будем пробивать, мы будем добиваться, чтобы Министерство культуры и государство повернулось лицом к нашей истории, к созданию музеев, созданию галерей, поддержке наших мастеров, которые здесь выехали и вынуждены влачить бедственное положение и спасаются только продажами своих работ. В мире так не делается. В мире поддерживается культура по-другому, на более высоком уровне. По поводу Министерства культуры непосредственно хотел бы сказать еще и такой факт. Да? Это немножко может быть в сторону, но регистрация религиозных структур в Украине находится в ведении Министерства культуры, департамента, который возглавляет господин Юрош, допустим. С ноября прошлого года мы не можем до сих пор зарегистрировать духовное управление мусульман крымских татар. Это в ведении Министерства культуры. В той ситуации, когда нам нужна гигантская поддержка, активная поддержка государства, мы не видим не то что поддержки, а мы видим саботаж. Делает ли это ФСБ руками Юроша или делают ли другие антиукраинские деятели, мы не знаем. Но у нас есть нехорошие подозрения, понимаете? Сегодня ко мне приходили сотрудники спецслужб с вопросами о том... С каких спецслужб? Украинских, да. Приходили к вам домой, сегодня, что ли? Да, нет, на работу на приходили, работу? да, и очень с хорошими вопросами. Как у вас дела? Я им сказал, ребята, мы будем считать вас антигосударственной деятельностью, если в течение недели не будет зарегистрировано Ирфан, а наше... почему к вам приходили сотрудники спецслужб? Ну, потому что я активно занимаюсь этим вопросом, с тем, чтобы наше духовное управление мусульман было немедленно зарегистрировано. Не вчера, не сегодня, а немедленно. А управление мусульман Да. Украины, они поддерживают, скажем так, ваши такие я вам начинания? скажу, Или это не имеет значения? Существует духовное управление мусульман Украины, возглавляемое так называемым Ахмед Тамимом. Человеком, не имеющим ни к культуре, ни к истории, ни к религии в Украине никакого отношения. Этот человек, по нашим данным, ведет антигосударственную деятельность в том числе. Вот. Это, знаете, такой московский патриархат мусульманского разлива. Вы радикально настроены. Я Да. хочу только такую ремарочку сделать, что все, кого вспомнили мы сегодня в эфире, могут, конечно же, высказать свою точку зрения, да, свою позицию, возможно, по этим вопросам. Даже в суд подать. Это уже не к нам, но мы, как СМИ, должны предоставлять возможность, конечно, высказаться всем. Ирфан, а вот на каком... общались ли вы, скажем так, с Минкультом вот в этом смысле, что нам нужна поддержка? Были ли какие-то проекты, может быть, отправлены, какие-то встречи с министром культуры, например? Приглашали ли вы его к себе, господина Нищука, что вот посмотрите, что у нас есть, нам для поддержки, для развития надо бы это и это. Ну да, чтобы это были не просто голословно, что вот власть ничего не делает, а был ли контакт непосредственно и такой попытки, может быть... Попыток было несколько, да, ничем они не увенчались, к сожалению. Вот, нас не видит ни Министерство культуры, ни Киевская государственная администрация. Да. Попытки, просьбы встреч заканчивались тем, что нас отсылали к каким-то чиновникам, да, и потом все ниже и ниже на уровень, и заканчивалось тем, что нам предлагали участие в фестивалях и ярмарках за деньги. То есть на обычных условиях, да, в конкурентной среде с сотнями и тысячами украинских деятелей культуры. Мы не в той ситуации, когда мы можем конкурировать. Мы в ситуации, когда нас надо спасать. Крымскую татарскую культуру надо спасать. Ирфан, еще у нас есть звоночек, и, по-моему, звоночек от Алексея, который нам уже звонил сегодня. Алексей, очень быстро. Какой у вас вопрос еще есть? Да, еще раз здравствуйте. Я хотел бы вашего гостя пригласить в Крым. Вот у него фантазии какие-то по поводу притеснения, мне кажется, это какое-то отклонение у него психическое. Приезжай в Крым, живи как человек, никто тебя трогать не будет. А вы можете нашему редактору, возможно, оставить какой-то более подробные контакты и адрес? Я так понимаю, вы к себе приглашаете господина Ирфана в гости, правда? Вообще в Крым, мне кажется, он очень сильно для пропаганды преувеличивает степень притеснения.
Да. Готовы ли вы принять такое Да, приглашение? да, вы знаете, я вас с таким же успехом могу в Киев пригласить, с таким же успехом, да, на Крещатик прогуляться, посмотреть, что здесь никакой хунты нет, никого не ущемляют. Говорят на 80%, к сожалению, на русском языке в Киеве, да. А та ситуация, которую сотворила Российская Федерация с оккупацией независимого государства, она не лезет ни в какие рамки. Поэтому я понимаю вашу позицию, Я понимаю то, что Российская Федерация дурит мозги через свое зомби-ТВ таким, как вы. Ну, надеюсь, что вы прозреете, когда Крым вернется в Украину. Эрфан Кудусов в нашей студии. И вот такой, знаете, к заключительному, возможно, моменту нашего разговора. Вот каким вы видите возвращение Крыма в Украину? Да, о чем вы говорите? Возвращение Украины в Крым. Что тоже, это такая, знаете, должен быть взаимный процесс, потому что вот звонки разные, вы видите, есть в Крыму. В Крыму де-факто есть уже российское законодательство, российская валюта. За эти уже 4-й год, да, пошел, все-таки у людей какое-то привыкание идет к совершенно другой стране, если говорить там о культуре, о законах в том числе. Меня не интересует их привыкание. Абсолютно. Вот каким, я понимаю, я имею в виду, каким должно быть, что должен делать Киев, возможно, и каким должен быть Крым для этого? Это какой-то путь должен быть для совместного такого воссоединения? Или это может произойти все спонтанно? Абсолютно с вами не согласен. Дело в том, что мнение людей, находящихся фактически в оккупации, не должно волновать ни украинские власти, ни украинское общество и никого абсолютно, да, потому что мы, если вспомним всю историю человечества, оккупированные территории освобождали без проведения каких-то там консенсусных вопросов, а освобождали силой. Крым будет освобожден силой украинской армии, спецслужб в тот момент, когда у Российской Федерации будут происходить процессы деструктивные, развала государства. Я в этом абсолютно уверен. Вопрос, к сожалению, времени, да. Поэтому людям, которые верят в Украину, там нужно держаться. Вот. Те, кто не верит, это их проблема. Если они верят в Российскую Федерацию, советуем покидать Крым и переселяться на территорию материковой России. Это мнение Эрфана Кудусова, крымско-татарского активиста, руководителя арт-салона крымско-татарского искусства «Сандык». Сколько, скажите, представлено для гостей столицы, для тех, кто будет приезжать в Киев для того, чтобы отдохнуть из Крыма в том числе, да, возможно, прогуляться, сколько предметов там представлено? О каком формате, о каком таком, знаете, формате вообще идет речь? Какое-то помещение? Я вас приглашаю, Кать, да, посмотреть своими глазами, но экспонатов у нас там несколько сотен, да, это керамика, это вышивка, ковры, это книги, потому что мы и книгами торгуем редкими довольно-таки. Все, что касается Крыма, можно прийти к нам, посмотреть, спросить, да, может быть, даже политические какие-то вопросы. Потому что я поняла, что политические вопросы да, как потому раз что у меня такой салон, он не только культурное, но и общественное место, в которое люди приходят, интересуются. К сожалению, и провокаторы тоже приходят. Угу. Да. То есть место можете увидеть. Да. Даже для того, чтобы поговорить, пообщаться, конечно, обменяться мнениями. Конечно. А провокаторы в каком смысле? В прямом что они смысле, делают? Да. Я вам могу пример привести. Это спецслужбы или нет? Я думаю, что это спецслужбы соседнего северного государства. Да. Приходил ко мне У вас там много интересных гостей, я смотрю. Да, приходил человек, который говорил, никакой депортации не было, вы все врете, и там никто не погиб, это все чёс. Я пытался ему рассказать на примере своей собственной семьи, да, и человек пытался меня из себя вывести. Хорошо, в присутствии в салоне были еще другие люди, мы его просто вывели. Вот. Культурно. Вот, ну вот так вы сразу объяснили, кого вы ждете, возможно, кого не ждете в арт-салоне своем. Спасибо за то, что к нам пришли. Спасибо. И, конечно, слушатели наши звонят и задают вопросы. Это очень хорошо, и просим вас звонить нам больше. Согласны вы или не согласны с нашими гостями или с нашими темами? Очень важно слышать ваше мнение. Для нас это радио Крым Реалии. Я напомню, наш номер телефона 8 810 06 926. Звоните нам, говорите, возможно, если вы не хотите в
эфир редактору о своих темах, о своей ситуации. Мы готовы вас выслушать и всегда поднять необходимые темы в эфире. В нашей студии был Ирфан Кудусов, крымско-татарский активист и руководитель арт-салона крымско-татарского искусства «Сандык». И мы прощаемся с вами, но ненадолго. 105,9 FM, сайт Крым Реалии, 24 часа, 7 дней в неделю. Будьте с нами.